250 удзельнікаў рэспубліканскай спартакіяды сярод работнікаў лесу на 3 дні з'ехаліся ў Пінск з мэтай паказаць свае здольнасці ў самых розных видах спорту. В основном это те люди, которые непосредственно каждый день защищают наш лес от пожаров, от вредителей, которые работают водителями лесовозов, форвардеров, харвестеров. Это те люди, которые каждый день стараются преподнести какой-то вклад в нашу экономику. Усяго ў лясных гаспадарках краіны працуюць больш за 35 тысяч человек. Условия для наших работников, чисто вот работающих в отрасли, очень тяжелые. Во-первых, даже если возьмем, у нас в промышленности работает 1200 человек, и из них примерно 400 человек вальщиков. Это те, которые работают с бензопилой непосредственно. Так вот этот труд требует какой-то подготовки и так далее. И в этой части, значит, здоровая нация, здоровый успех. 6 команд ад кожнай вобласці, 240 удзельнікаў. Прывітальнае слово падчас урачыстага адкрыцця на адрес спортсменаў, невялікая канцэртная праграма и урэшце самі спаборніцтвы. Ну, я уже 5-й год езжу подряд, получается. Прошлый только пропустил. Но я специализируюсь в основном на волейболе только. Ну, иногда будем канат потягаем, иногда в футбол поиграем. Ну, для меня это первый выезд, как говорится, республиканский такой, но нормально это. Дебют. Да, это. То есть готовились чуть-чуть, будем участвовать. Волейбол, футбол, настольный теннис, гіравы спорт, легкая атлетика, плавание, спаборніцтвы ў асабістых и агульнакамандных заліках. Чемпионат не первый, уже, наверное, 6-й или 7-й на таком уровне. Новые знакомства, новое общение, спортивный азарт. Вообще такое должно проводиться. Новые знакомства и старые. Интересно даже встретить. Мы встречаемся, мы уже друзья, мы знаем друг друга. Мы уже приветствуем друг друга. Знаем своих соперников в основном. Амаль 3 десятигоддзі доўжацца на Беларусі спартыўныя традыцыі сярод работнікаў лесу. Зімнія і летнія спартакіяды, усімагчымыя спаборніцтвы і конкурсы зарыентаваныя не толькі на здаровы лад жыцця, але і на ўдасканаленне прафесійных якасцей работнікаў.